Стены Государственного музея изобразительных искусств украшены картинами выдающихся художников. В Республиканской галерее открылась выставка живописи и декоративно-прикладного искусства, посвященная 20-летию образования республики. Край башен и легенд вобрал в себя более 120 экспозиционных работ, часть из которых – основной фонд музея. Здесь представлены живописные полотна ингушских художников, о которых вы гораздо больше знаете. Работы, представленные Чеченской республикой и теми художниками, которые жили в Грозном до Первой Чеченской войны, из фондов нашего музея. И в этом отношении один жанр, как пейзаж, действительно показывает уникальные особенности окружающего мира, и он привлекает внимание тем, что сама природа, окружающая нас, как люди, как народы, живущие не только на территории Северного Кавказа и Кавказа в целом, а в мире, они разные. Председатель правительства Муса Чилиев выступил в роли ценителя художественного искусства. Премьер поздравил жителей с 20-летним юбилеем и пожелал пополнения коллекции новыми экспозициями. Всех поздравляю с праздником нашей республики, с 20-летием образования нашей любимой, нашей единственной, нашей красивой, неповторимой республики. Давайте ее будем любить, давайте будем ее строить, давайте будем ее почитать. Ну а, естественно, все то, что я сказал, невозможно без культуры, невозможно без искусства. Самые интересные предметы из числа декоративно-прикладного искусства представлены на выставке работами Накира Азиева, Магомеда Кариева, Адама Галаева, а также вниманию широкой публики подлежат национальные костюмы Мадины Албагачиевой, предметы живописной вышивки Асид Хамхоевой и цветовое многообразие макетов старинных башен, созданных Магомед-Башир Маздоевым. Особое внимание премьера привлек средневековый костюм воина-ингуша, который реконструировал Мурат Полынкоев. Несомненно, интерес у ингушской интеллигенции вызвали произведения Ильи Хрипченко, выполненные в свободной и виртуозной технике. Обаяние и способности автора передавать особенности и оттенки природы вдохновили художника к созданию горных пейзажей Ингушетии. Природа Ингушетии настолько великолепная своим многообразием. Вот это вот буйство красок, горные вершины, реки. Здесь очень удивительные облака. Я никогда не видел таких облаков, как в Ингушетии. Конечно же, это все трогает, это завораживает, это заряжает энергетикой, и хочется взять кисть и писать эту природу. В музее в рамках празднования юбилея пройдут дни открытых дверей. Любой желающий сможет оценить уникальную экспозицию. Пресс-служба правительства специально для программы «Вести Ингушетия».